Сегодня у нас пробный онлайн-урок по русского языка, обособленные члены предложения. Хоть каникулы и продлили, уроки по расписанию каждый день. В дело идут ноутбуки, планшеты и телефоны. Вчера восьмиклассники решали задания по алгебре, сегодня по русскому. Дети заняты, родители довольны. Но вопросов у мам и пап все равно пока больше, чем ответов. Есть, конечно, вопросы, как будут оценивать детей. Пока неизвестно. Пока пробуем. Посмотрим. Уже просто на момент регистрации сайт зависал, мы за голову хватались с родителей все. А что же будет, когда на портале одновременно будут находиться тысячи школьников? Этим вопросом задалась Алия Хайрудинова. Как и все журналисты в период самоизоляции, она на передовой. Каждый день в офисе. Как тогда контролировать обучение ребенка, беспокоится мама? Ведь в заявлении, которое написали все родители, прописано следующее. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время дистанционного обучения и вообще за качество обучения я вот эту ответственность беру на себя. Вот у меня ребенок, он во 2 классе учится, у меня знания есть касаемо 2 класса, но как это объяснить, даже элементарное простое уравнение, у меня нет этой методологии. Переживать за обучение детей на дому не стоит, уверяет министр образования. Сейчас механизм отлаживают, вносят коррективы. Просчитав весь трафик, мы поделили возможности каждой школы на количество наших учащихся, одновременно выходящих. И в школе где-то 1,5 смены, где-то 1 смена проходит, где-то, может быть, 2. Платформу для дистанционного обучения каждая школа выбирает сама. Перечень тех, которые рекомендованы Министерством просвещения России, можно увидеть на этом сайте. Так получать знания из дома через них ученики смогут бесплатно. Есть прекрасная система мониторинга, где учителя могут видеть уже проделанную работу. Так, к примеру, работает платформа «Я-класс». Здесь учитель может и проверить задание, поставить балл и посмотреть, сколько времени ученик потратил на решение. Красным цветом выделяют ошибки, на которые ребенок должен обратить внимание. Мы стараемся сделать нашу работу бесперебойной. Для этого мы увеличили сервера и также увеличили мощности этих серверов. Тем школьникам, у которых нет возможности купить гаджеты, пока стараются помочь. Так, ректоры вузов на свои деньги закупят планшеты для 11-классников. У нас 80 человек 11-классников, кому нужно было бы помочь этими гаджетами. Поэтому вот половину из этой потребности ректорское сообщество уже готово обеспечить. Остальные моменты также проработают. Так, в 190-х школах республики, где есть проблемы с онлайн-обучением, увеличат скорость интернета. Родителям же пока стоит набраться терпения. Оно еще пригодится, когда ребенку понадобится помощь с уроками. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Зарина Ахметова, Алмазидинов, ТНВ, Казань. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalida dunyo ko'rgan Jili izleyjonlar filmin qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida ko'rarga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.